Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о такой игре, как Fallout 4. Но перед тем, как начать этот ролик, я бы хотел сказать то, что мнение по поводу Fallout 3 я изменил, так как оценка в 6 или в 7 баллов, сколько я ему там поставил, не оправдана совсем. Новую оценку по Fallout 3 вы сможете узнать вместе с оценкой по Fallout 4. А теперь я предлагаю переходить непосредственно к ролику. Первая игра серии Fallout вышла 30 сентября 1997 года. Компанией Interplay Entertainment, точнее это издатель, а разработчик непосредственно Black Eye Studio. Вторая часть Fallout вышла через год после первой, то есть 29 октября 1998 года, все теми же разработчиками Black Eye Studio и издателем Interplay Entertainment. И спустя долгие мучения серия обрастается еще одной частью. На этот раз это был Fallout 3, который вышел 28 октября 2008 года под руководством Тодда Говарда. Но теперь разработчиком и издателем была Bethesda, так как Interplay Interactive развалились. Fallout 3 принес очень много нововведений в серию. Как минимум это 3D графика и открытый мир от Bethesda. Те, кто играли хотя бы в одну игру Bethesda, понимают то, что их игры перенасыщены контентом. Далее от руководства Bethesda было неоднократно сказано то, что продолжение Fallout себя долго ждать не будет. Причина того, что мы приобрели права на Fallout и теперь являемся его собственником, кроется в том, что мы явно намереваемся сделать больше, чем одну игру. Мы не собираемся просто сделать что-то, а потом уйти и забыть об этом, а всегда. Когда это будет, и сколько будет длиться, одному богу известно. Но мы приобрели серию именно потому, что хотим развивать ее и работать над ней, как мы делаем это с The Elder Scrolls. А самое смешное в этой фразе то, что после нее вышло всего 2 игры по вселенной свитков, а по Fallout 4. 4 игры по Fallout. И следующая игра на очереди это Fallout New Vegas. Он вышел 19 октября 2010 года компанией Obsidian Entertainment. Издавали ее, естественно, Bethesda. И в 2013 году начали ползти слухи о том, что Bethesda работает над новой игрой в серии Fallout. Следующая дата в нашей истории является 15 июня 2015 года, а именно E3. E3 2015 года, на котором нам показали Fallout 4 и Fallout Shelter. Последний вышел во время показа. На презентации стало известно то, что Fallout 4 выйдет 10 ноября 2015 года. Естественно, разработала ее Bethesda точно так же, как и издала, а руководство имел над ней Тодд Говард. Вот так вот я кратко или не кратко рассказал про Fallout в целом. Давайте теперь перейдем к самому Fallout 4, а точнее к сюжету. По сюжету игры мы являемся довоенным жителем Америки, который живет в окрестностях Бостона. Но в один из обычных дней мы узнаем по телевизору то, что Китай использовал ядерные бомбы. Забрав всю свою семью, мы уходим в убежище 111, в котором у нас есть место в криокамере. Но Fallout не был бы Fallout'ом, если бы что-то не произошло. Поэтому те самые люди, которые дали нам одежду и должны были наблюдать за нами на протяжении всего времени, Умерли от голода, так как Волтек им просто не отправляла пищу. Но наш беззаботный сон прерывают тем, что нашего ребенка похищают, а жену убивают. Ну или мужа, если мы играем за женщину. После чего нас снова замораживают. Через какое-то время мы снова просыпаемся, потому что в криокамере случился сбой. Выбравшись наружу, мы возвращаемся к себе домой. Там мы находим нашего верного помощника Котсворда, который служил нашему дому верой и правдой на протяжении 211 лет. Независимо от этого, мы отправляемся в ближайшее поселение Конкорд, в котором мы встречаем минитменов. Как окажется потом, это последние минитмены, оставшиеся на территории Содружества. И на протяжении какого-то времени мы будем проходить только их квесты. Через какое-то время мы обнаружим Даймонд Сити, жемчужину города Бостона. Там мы узнаем о существовании такой фракции, как Институт, которая создает искусственных людей, то бишь синтов. Институт подсылает своих синтов и заменяет на важных личностей. Так оно и случилось с мэром города Даймонд Сити, которому не посчастливилось умереть от рук Института. Но так как нами движет всего одна цель, это поиск нашего сына,
Мы начинаем расспрашивать про Келлога. Келлог — это тот самый наемник, который убил жену и забрал ребенка. Найдя того самого Келлога, мы узнаем то, что наш ребенок находится в институте. Но как же туда пробраться? Вот вопрос. К этому моменту в Содружестве начинают появляться другие фракции, такие как Братство Стали или Подземка. Так все-таки как попасть в институт? Не страдать хуйней и учиться. Я не просто так рассказал то, что в Содружестве появились новые фракции. С помощью новых фракций мы сможем создать специальное телепортационное устройство. Принцип данного устройства очень сложный, поэтому я вам просто расскажу то, что оно работает по определенной частоте. Но как же нам узнать эту частоту? Да, все в принципе просто. Просто найди институтовского охотника, просто его убей, просто достань чип, просто его расшифруй. Там что-то, блять, еще. В принципе, несложно. С этим заданием справится каждый шестиклассник. Но, предположим, у нас все получилось, и мы забрали этот чип. Мы его расшифровали, и теперь мы отправляемся в здание института. Заходя в институт, мы сразу видим нашего ребенка. А нет, это всего лишь поделка. Но мы не сильно расстраиваемся, так как через несколько минут приходит наш Шон. Если что, это так сына зовут. Обкашав несколько вопросиков, мы отправляемся к себе на родину. И теперь нам предстоит серьезный выбор. Выбор между 4 фракциями. Как я уже говорил, это Минитмены, Братство Стали, Подземка или Институт. Предположим, мы выбрали Институт. Но в любой момент можно изменить свой выбор, игра как бы на это намекает. Но так как я выбрал сторону Института, теперь я буду выполнять задания от Института. В эти задания обычно входит поиск сбежавших синтов. Этим мы и будем заниматься до переломного момента. А переломный момент заключается в том, что Братство Стали и Институт находят бериллиевый импеллер, который нужен обоим фракциям для достижения собственных целей. Но надо знать то, что после того, как мы отдадим данный импеллер одной из организаций, другая организация нас будет ненавидеть. Поэтому этот момент и переломный. А дальше будет полномасштабная война между 2 организациями. Думаю, теперь с сюжетом покончено и можно переходить к дополнениям. Ну и пока вы смотрите заставку, можете поставить лайк и подписаться. Данное дополнение добавляет новый тип рейдеров, которые будут использовать в качестве боевых единиц роботов. Но помимо роботов-противников, также будут роботы-союзники, например, Ада, или Штурматрон, которого мы можем сделать сами. Также в дополнении существует отдельная сюжетная история. Данная история крутится вокруг Механиста. На самом-то деле Механист — это женщина. Имея невероятный дар в постапокалипсисе создавать роботов, она им воспользовалась, создала роботов, но роботы пошли против людей. Когда она узнала обо всех деяниях, которые сделали ее роботы, она согласилась их остановить. Это не самое крутое дополнение, которое есть в этой игре, но оно неплохое. Дополнение Far Harbor является самым крупным в 4-м Fallout. Количество сюжетных линий, по моим ощущениям, было примерно 50% меньше, чем в игре. Рассказывать весь сюжет я вам не хочу, потому что я его не помню. Но большая его часть завязана на разгребании конфликта между детьми Атома и Димой. Дима является синтом, который управляет небольшим поселением бывшей обсерватории. Теперь в нем живут в основном беглые синты. Благодаря данному дополнению в игре появилось большое количество нового оружия, также появились новые существа и поселения. Но несмотря на такое большое количество нововведений, Far Harbor не является моим любимым дополнением, так как через 3 месяца после выхода Far Harbor вышла Nuka World. Как по мне, Nuka World является самым интересным дополнением для Fallout 4, так как благодаря этому дополнению можно стать рейдером. Фактически в игре тоже можно стать рейдером, там есть одна цепочка заданий, но это чуть-чуть другое. А другое оно потому, что вы можете стать боссом рейдеров и заправлять ими лично. Nuka World, как и Far Harbor, добавляют новые территории. Территории, конечно, поменьше, чем в Far Harbor, но все равно достаточно интересные. А интересны эти территории, потому что там находятся все аттракционы бывшего ядер мира. Расчищать их, конечно, не интересно, потому что их дохуя. Но потом будет весело. Если что, сейчас я вкратце расскажу про сюжет данного дополнения, поэтому, если не хотите его узнавать, то перемотайте. После того, как мы становимся боссом рейдеров, теперь у нас появляется новое задание – разведать территории ядер мира. Каждая локация по-своему интересна, но в основном они скучные, потому что их дохуя, вот реально дохуя. Было бы 4, не проблема. После того, как мы захватываем определенные территории, мы их отдаем определенной банде. Их всего 3. Это адепты, операторы и стая. Адепты конченые сами по своей природе. Операторы любят много бабла. А стая уважает сильных.
После зачистки и захвата всех территорий мы должны отправиться в центр ядер мира, ведь там находится центр ядер галактики, в которой находится комната управления ядер миром, в которой находится компьютер, управляющий всеми системами ядер мира. Но опять же, Fallout не был бы Fallout'ом, если бы не одно но. И это целых 35 ядер, которые раскиданы по всей территории ядер мира. Но после того, как вы все собрали, начинается самое интересное. Вы передаете бразды правления над галактикой одной из банд, что провоцирует одну или две другие банды начать восстание. Отбивание данного бунта очень интересно. После того, как вы убьете всех революционеров, лояльные к вам банды заберут их территории себе. Думаю, теперь можно перейти к фичам 4-го Fallout'а. Первая особенность, о которой я хотел бы поговорить, это крафтинг. Как по мне, крафтинг это не только стояние у верстака, как это предложено нам в Fallout 4. Так как нужные небольшие компоненты можно сделать и вручную. Допустим, нам потребовался винт для того, чтобы замедлить время, но у нас его не оказалось с собой. Что нам делать? По мнению Fallout, я должен в таком случае найти химлабораторию. Хоть крафт и состоит всего из 2 предметов, я все равно должен найти химлабораторию. Я этого не понимаю. Это крайне тупо. Но сам по себе крафт, несмотря на то, что я должен находиться именно возле верстака, не вызывает трудностей, так как большое количество нужных нам ингредиентов валяется у нас под ногами. Далее хотелось бы поговорить о строительстве. Как по мне, строительство принесло в игру только самое наилучшее, так как принесла тот самый расслабляющий микроменеджмент над своим поселением. После какой-нибудь жесткой зарубы с рейдерами вы можете пойти отдохнуть, построить свой город. Еще к одной из серьезной особенностей я хотел бы отнести большое количество модификаций. Модификации добавляют в игру большое количество разного контента, от какого-нибудь оружия до ремейка старой игры, или самостоятельная история. Видео на эту тему достаточно много в интернете, поэтому я не вижу смысла об этом всем рассказывать. Достаточно будет просто упомянуть это. Возвращаясь к теме крафтинга, хотелось бы сказать то, что в игре существует возможность модификации оружия. В игре очень большое количество оружия, и каждое из них можно модифицировать. Каждая модификация меняет оружие основательно. Ну, правда, кроме магазинов, естественно, и глушителей. Поэтому не удивляйтесь, если вам понравилось какое-то оружие, а после модификации оно стало не таким удобным. Также к одной из особенностей Fallout 4 я хочу отнести силовую броню, так как силовая броня в этой игре достаточно слабая. На первых стадиях игры она будет, конечно, вам помогать, но уже к середине игры вы заметите, что она бесполезна. Да, конечно, если забрать силовую броню X01 версии и модифицировать ее по максимуму, то возможно вы с ней проходите до конца игры. Но есть одно но. Потом она будет бесполезна, так как вы будете все равно сильнее ее. Теперь я хотел бы поговорить по поводу ощущений от игры. Игра достаточно удобная в управлении, есть, конечно, один минус. Это таб для открытия меню. Под меню я имею в виду Pip-Boy, в котором находится и инвентарь, и статистика, и так далее. Но все остальное очень удобно. Поэтому если вы играли хотя бы в один шутер, то вы знаете, как играть в Fallout 4. Также у меня есть ощущение, что игра пытается запомнить, что я делал. Но у нее это не всегда получается, так как когда я захожу через месяц-два, то игра снова восстанавливает всех убитых мною врагов. Также у меня есть ощущение того, что игра ориентирована на новых игроков, которые не знакомы со вселенной Fallout. Ну ладно, это не ощущение, а так и есть. Конечно, было не все сказано, но я думаю, стоит подводить итоги. По моему личному мнению, игра супер годнота. Поэтому оценка в 9 баллов для нее абсолютно нормальная. И теперь по поводу Fallout 3. Почему я изменил свою оценку? Несмотря на то, что в Fallout 3 достаточно комичная озвучка, она все равно не спасает бледность сюжета. Точно так же, как и насыщенность мира не спасает геймплей игры. Поэтому я считаю, оценка 5 баллов для Fallout 3 является нормой. В общем, спасибо вам за просмотр. Если вам видео понравилось, поставьте лайки, подпишитесь на канал, если прям сильно понравилось. Или можете даже перейти в мой Discord канал. Все, всем спасибо, всем пока. Дима является синтом, который управляет небольшим поселением в бывшей Осеватории, да. Далее нас ошитает.